2011 год для народа Казахстана стал настоящим испытанием на прочность, веру, единство. В этот год страна провела с небывалым размахом Азиаду, столкнулась с терроризмом, приняла закон о религиозных объединениях, открыла метро и отметила 20-летие своей независимости, но закончила свое празднование народной печалью и скорбью. Вспомним о главных событиях этого года. 30 января в Казахстане стартовали 7-е зимние азиатские игры. За 2 месяца до их начала впервые за всю историю игр огонь Азиады пронесли по всем городам страны-организатора. Но поистине историческим событием стала церемония открытия игр в древнетюркском стиле. Во время шоу в зале шел дождь, появлялся океан, падал снег, в воздухе летали эквилибристы. Такое открытие обошлось казахстанскому бюджету в $35 миллионов. Но не это было важно. Должно быть, впервые за 20 лет народ почувствовал гордость за страну. И когда огонь Азиады встречали в 40-градусный мороз, и когда туристы пытались фотографироваться у Медео, а независимые наблюдатели отмечали слаженность работы и качество свежепостроенных объектов. Были и недочеты, и ошибки новичков, но в целом Казахстан держался молодцом, устроив из Азиады почти национальный праздник. И как следствие новый рекорд азиатских игр. 70 медалей, из которых 32 золотые. 6 февраля игры закончились, но эта удачная попытка дала нам шансы на право провести зимние Олимпийские игры в 2022 году. От новостей спортивных к делам политическим. К январю 2011-го слово «референдум» в своем лексиконе уже использовала большая часть населения страны. Народ собирал подписи, политологи давали оценку этим действиям, а политики приняли закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан. Так за Нурсултаном Назарбаевым был закреплен статус елбасы, лидер нации, а значит и его полномочия могли быть продлены на референдуме. Но глава государства поправки в Конституцию не подписал. Вместо этого он предложил провести досрочные президентские выборы. 16 ноября глава государства подписал указ о распуске Мажилиса парламента страны. 15 января 2012 года Казахстан ждут выборы в Мажилис парламента республики. В Казахстане сразу несколькими праздниками стало больше. Официально 1 декабря признан днем первого президента. И именно 1 декабря в Алматы было открыто метро. Этого дня ждали 23 года. Горожане с удовольствием пользуются услугами подземного вида транспорта. Президент подписал закон об амнистии в связи с 20-летием государственной независимости Республики Казахстан. От уголовного преследования будут освобождены 16 187 человек. До этого амнистия проводилась в Казахстане в 2006 году. Тогда на свободу вышли более 34 тысяч человек. Перед празднованием самого долгожданного события парламент страны принял декларацию 20-летия государственной независимости. В документе указано, что Казахстан состоялся как успешное государство с демократической, политико-правовой системой, стабильной экономикой и высоким уровнем благосостояния народа. Беспорядки в городе Жанаозен Мангистауской области вспыхнули 16 декабря. 16 погибших, около 100 пострадавших, разрушено и сожжено 46 объектов. В Жанаозене действует режим чрезвычайного положения. Введен комендантский час. Полиция расследует все версии, а президент страны после посещения мятежного города совершает ряд кадровых перестановок, приняв отставку акима области и сменив руководство Самрук-Казына и Казмунайгаза. И этот год подходит к концу. 20-летие независимости Казахстана мы встретили без великой артистки Розы Баглановой, автора гимна Туманбая Малдагалиева, писателей Кадыра Мурзалиева и Азильхана Нуршаикова. Наша страна заняла пост председателя Организации исламского сотрудничества. Казахстанцы совершили ряд медицинских открытий в Назарбаев университете, обсудили предстоящий запуск народного ИПО и начали пользоваться услугами электронного правительства в ЦОНах.